Посетителей на озере Щорса в Якутске стало еще больше, но дело уже не в утках и даже не в лебедях. Там на днях появились позолоченные фигуры сказочных героев. Наша съемочная группа отправилась на это удивительное место и узнала, как создавали шедевры архитектуры. Сказочные герои, царевна-лягушка, водяной и красавица-русалочка поселились на озере Щорса. Сотни якутян приходят сюда, чтобы сделать фотокарточку на память. Но я в стороне не осталась и решила тоже сделать фото на память. Скульптуры в человеческий рост сделаны из гипса и пенопласта. Над композицией работали художник-скульптор Петр Эляков и дизайнер Александр Заболоцкий. Эскизы сделались за неделю, а после воплощали задуманное в жизнь. Много материалов, экспериментировали все это. И вот это все мы сделали за 1 месяц, за короткий срок. Русалка получилась такой красивой и реалистичной, что позавидовал бы даже сам создатель героини Ханс Кристиан Андерсен. Как признался скульптор Петр Эляков, сложнее всего было изобразить водяного. Оно и понятно, ведь творить прекрасное всегда легче, чем обрюзглого старика. Болотный житель изобразил так, немножко на рыбу, чтобы похоже было, вроде человека. Уже на следующий год на озере Щорса могут появиться другие сказочные персонажи. У автора проекта «Лебединое озеро» Юрия Борисова планов вагон и маленькая тележка. Надеюсь, когда-нибудь на этом озере будет мост, и будет через мост ходить народ. А так, в следующем году будем катать на катамаранах, потихоньку будем обустраивать это озеро. Изначально скульптуры должны были стоять возле озера, но из-за последнего акта вандализма, в котором пострадали птицы, фигуры установили на воде. К сожалению, еще пока не все понимают, что эта красота создана для нас, жителей, чтобы нам было комфортно жить в родном городе. Анастасия Кобозева, Джулстан Иннокентьев, Якутск.